Подключаем, чтобы лампочка загорелась, чтобы светилась. Собрать электрическую схему за 1,5 часа. Самое простое задание из программы электромонтажа для учеников 6-9 классов превращается в целый квест. Сложный, но интересный. Заставить лампочку гореть – задача непростая даже для мальчишек. Впрочем, и девочки в проводах не путаются. Мне интересно. Мне еще с детства понравилось с дедушкой помогать ему розетки чинить и так далее. И вот мне предложили, и я пошла. Чтобы примерить на себя профессию, одного желания было мало. Перед профпробой ребята прошли 3 этапа тестирования. 1 в школе и 2 дома. После каждого участники получили персональные рекомендации по выбору будущей профессии. И вот самую подходящую испытывают на себе. Созданы абсолютно одинаковые условия. Обязательно мы провели с ними инструктаж по технике безопасности. Работают они только в спецодежде. То есть мы для них обеспечили правила охраны труда. Ребята очень быстро нашли общий язык с нашими наставниками. Они, конечно, говорят, что «ой, я знаю», а когда касается непосредственно монтажа, это выполнение работ по монтажу светильников, выключателей, то у них ошибок, к сожалению, на первое время достаточно. Кроме экспертов, ребятам помогают волонтеры, студенты 4-го курса. Те, кто уже успел проявить себя, в том числе участники чемпионата WorldSkills. В этом году целлюлозно-бумажный техникум впервые провел региональное состязание. На данной площадке проходили региональный чемпионат Республики Коми по компетенции электромонтаж. 5 обучающихся только нашего техникума принимали участие. Один из студентов выезжал на региональный чемпионат, город Москва. Очень интересный проект. Во-первых, идет престиж профессии, специальности. Очень дети ориентированы на данную специальность. Увеличился проходной балл на данную специальность. Это электрики наши. И работодатели, конечно, очень заинтересованы. Политехнический техникум принимает школьников сразу по 3 компетенциям. Одна из них – веб-дизайн и разработка. Школьникам нужно внести свою лепту в создание сайта, тоже не без помощи старших товарищей. Нам надо было разработать инструкционные карты, технологические карты, подготовить материал, инструменты, приспособления в соответствии с профессией, специальностями. Республика Коми – один из 32 регионов, где проект «Билет в будущее» проходит в пилотном режиме. Пока в нем задействовано 9 учреждений среднего образования. Школьники проходят профпробы по 10 рабочим специальностям. Это одно из ключевых мероприятий национального проекта и в том числе федерального проекта «Успех каждого ребенка». Соответственно, мы сейчас апробируем эту технологию, и дальше с 2019 года у нас это войдет в системный режим. Все больше и больше мы начнем включать туда школьников, причем действительно как средних классов, так и старших классов. И, конечно, мы выйдем на достаточно большой охват. То есть нам важно понимать, кем хотят стать дети, как нам переориентировать систему профобразования и с учетом потребностей детей, и с учетом, конечно, потребностей экономики Республики Коми. От того, какой выбор сделают выпускники сегодня, будет зависеть их будущее. В этот момент легко промахнуться. Всероссийский проект помогает избежать ошибок и стать ближе к профессии своей мечты. Таисия Жакова, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.